Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Здравствуйте, в эфире канала «Новый век», выпуск новостей. В детской поликлинике номер 2 открылось специальное окошко в регистратуре. Остановись, хватит, пора меняться. Вы тоже устали от однообразия? Хотите получать свежую и актуальную информацию в одном месте? Мы вас услышали. Телекомпания «Новый век» меняет формат. Теперь в наших выпусках полная картина дня. Общественная жизнь. Экономика. Происшествия. Культура. Погода. Расскажем, как сэкономить и где обслужить свое авто. Ответим на волнующие вас вопросы. Подскажем, чем занять ребенка, где провести досуг, как выбрать полезные и здоровые продукты и многое другое. Все, что волновало и интересовало на нашем канале. «Новый век» меняется для вас, потому что мы – народное телевидение. Кадровые перестановки. В двух министерствах Тувы новые назначения. Финансово-экономические вопросы в Министерстве здравоохранения республики будет курировать в ранге заместителя министра 46-летний Дмитрий Карымов. Об этом накануне в своем блоге сообщил глава Тувы Шалбан Караул. Ставлю задачу усовершенствовать систему финансирования здравоохранения для реального повышения качества оказания медицинских услуг в Туве. Надежды возлагаю большие, так как послужной список у Дмитрия Юрьевича весьма солидный. Окончил Сибирский государственный медуниверситет по специальности лечебное дело. В 1999 году интернатуру по специальности социальная гигиена и организация здравоохранения. В 2008 году завершил обучение в Томском госуниверситете по специальности финансы и кредит. Начинал в Томской областной клинической больнице в качестве врача-интерна. Работал заместителем главврача по хозяйственной и коммерческой деятельности. Был на руководящих должностях Томской областной клинической больницы. Возглавлял Сибирский федерально-клинический центр ФМБА России. Сейчас решил вернуться на малую родину, в Туву. Родился в Кызыле, а отец в 80-х годах работал главврачом детской больницы. Нам нужны опытные специалисты, к тому же свои. Еще одно назначение в Министерстве экономики республики. Заместителем министра, курирующим вопросы среднего и малого бизнеса, назначен 30-летний Айдесад, выпускник финансовой академии при правительстве России. Работал в аудиторской и банковской сферах. С марта 2016 года возглавляет отдел территориального развития Министерства экономики Республики Тыва. Сообщается на сайте правительства Тувы. Еще одно кадровое назначение в сфере здравоохранения. Руководить республиканским противотуберкулезным диспансером теперь будет Аяна Аюн, которая в здравоохранении работает 18 лет, в том числе в противотуберкулезной службе трудится с 2000 года. Работал участковым врачом-фтизиатром, заведующей противотуберкулезным отделением Тандынской ЦКБ, заместителем главного врача филиала «Болгазн» и противотуберкулезного диспансера республики. С марта 2017 года исполняла обязанности главного врача противотуберкулезного диспансера. 5 октября в России отпраздновали День учителя. В Кызыле на торжественном собрании, посвященном этой дате, звание «Заслуженный работник города Кызыла» присвоено преподавателю физкультуры Кызылской школы номер 7 Дмитрию Чередниченко. Он, помимо организации походов, оборудовал в спортзале скалодром и обучает школьников скалолазанию. Его педагогический стаж в следующем году составит 20 лет. Медалью за вклад в развитие Кызыла отмечена одна из лучших учителей физики в столице, педагог школы номер 1 города Кызыла Галина Николаевна Сухова. Ее общий педагогический стаж составляет свыше 40 лет. Налоговыми органами за 2016 год начислены имущественные налоги с физических лиц в сумме 255 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом начисления возросли почти в 1,5 раза или на 58 миллионов рублей. Увеличение произошло по транспортному налогу и налогу на имущество в связи с повышением налоговых ставок. Кроме того, инвентаризационная стоимость при исчислении налога на имущество физических лиц увеличена в связи с применением повышающего коэффициента дефлятора. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 58 копеек, а евро 67 рублей 78 копеек. Ты любишь качественные товары по выгодным ценам? Приготовься! Поехали! Мы – магазин «Светофор», и мы экономим ваш бюджет.
У нас вы найдете все, что может порадовать вас и ваших детей. Свежие продукты, кондитерские изделия, молочная продукция, бытовая химия и многое другое. Но это еще не все. Мы обожаем проводить щедрые акции и дарить вам подарки. Приходите, покупайте и получайте от этого удовольствие. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. LED-телевизор Samsung с диагональю 80 сантиметров всего за 13 990 рублей. РБТ.ру. Ирбискейк. Это магазин для любителей создавать наивкуснейшие десерты. Инструменты, украшения для тортов, посуда и формы и многое другое. Приходите. Щетинкина-Кравченко, 38. Создай шедевр сам. Магазин «Уютный дом» предлагает эксклюзивный интерьерный багет и лепнину из полиуретана для оформления отделки квартир, коттеджей и офисов. В наличии и под заказ. «Уютный дом», Оюна Курседы, 54. Акт вандализма в молодежном парке Кызыла не прошло и месяца после открытия реконструированного сквера, как неизвестные разбили стеклянные плафоны фонарей освещения. Кроме того, на дорожке здоровья в Кызыле неизвестные выкопали и унесли деревянные столбы ограждения. На сегодняшний день у нас имеется пропажа 57 столбов ограждения на объекте «Дорожка здоровья». 10 из них позавчера силами ребят отдела спорта, департамента культуры и спорта и МАУ «Спорт», силами вот этих вот ребят были восстановлены столбы, которые были подготовлены, прямо вытащены были из земли и подготовлены для транспортировки. И очень хочется призвать население, если вы увидели, что кто-то что-то ломает на территории города Кызыла, неважно в каком объекте, чтобы сообщали в службы. Государственный лицей Тувы и Сукпакская средняя общеобразовательная школа имени Араптана вошли в список лучших школ России. Гослицей республики вошел в список топ-100 школ, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки выпускников по математике. А Сукпакская школа вошла в топ-300 наиболее эффективно работающих сельских школ. Перечень лучших школ России подготовлен Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации. По итогам исследования представлено 500 школ, показывающих стабильно высокие образовательные результаты учащихся, 300 наиболее эффективно работающих сельских школ, 200 школ с наиболее высокими результатами олимпиад, топ-100 школ, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки выпускников по математике и другим учебным предметам. В рамках проекта ОНФ «Равные возможности детям» в регионах России начинают работу волонтерские кружки и секции. С марта по октябрь этого года уже появилось 30 кружков в 19 регионах страны. В ближайшее время планируется открыть дополнительно более 500 новых детских секций различной направленности. Движение образовательного волонтерства постепенно охватывает все новые регионы. Добровольцы проводят развивающие занятия с самой разной направленности – творческой, спортивной, туристско-краеведческой, экологической и многих других. С детьми готовы заниматься как профессионалы, так и молодежь, увлеченная любимым делом. Это учителя, актеры, спортсмены, экономисты, общественные деятели, представители органов власти, журналисты, врачи, хореографы, а также студенты. Многие из них берутся работать с детьми с инвалидностью и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе волонтеры в Волгоградской, Калужской, Костромской областях, Пермском, Хабаровском, Забайкальском краях и Республике Тува. Поддержка образовательного волонтерства станет достойным вкладом в решение задач десятилетия детства, объявленного президентом России. В
В далеком Кунгуртуге появился свой музей. Это историко-краеведческий филиал Национального музея Тувы. Заведует учреждением культуры энтузиаст краеведческого движения в селе Кунгуртук, общественный деятель, а также ветеран труда Сиренма Хамушко. Историко-краеведческий филиал Национального музея в основном построен на собранных материалах Сиренмы Шулуевны. На протяжении всей своей общественной жизни она вместе с мужем собирала артефакты своего района и бережно их хранила, иногда выставляя на обозрение школьникам. Музей раскрывает историю Терехольского района, рассказывает о выдающихся личностях, исторических событиях, а также об уникальных местах этого района. В коллекции Сиренмы Шулуевны есть предметы, которых даже не было в собрании Национального музея. 4 октября в Дзунхемческом районе состоялось торжественное открытие городского сквера в Чадане, который обновляется по приоритетному проекту «Городская среда». В сквере произведен сбор мусора, покраска оснований стволов деревьев, покрашено и побелено ограждение. Проведен ямочный ремонт дорожных покрытий улиц, находящихся вокруг места отдыха горожан. Также продолжается прокладка брусчатки и бордюров, а также строительство в центре сквера буддийского молитвенного барабана. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина проводит акцию на посещение бассейна. На все абонементы скидка 10%. Также для пенсионеров действуют счастливые часы по средам и пятницам с 10:45 до 11:45 часов. Разовое посещение 125 рублей, а на 8 посещений в месяц 2 раза в неделю абонемент 1000 рублей. Совсем недавно в микрорайоне Башня открылась пекарня «Утро». Это второй филиал в Кызыле, и находится он в магазине ВСК. На прилавках всегда вкусная выпечка, кулинария и хлеб многих сортов. Утро может быть прекрасным, когда на вашем столе будет присутствовать ароматная, свежая, теплая выпечка прямиком из печи. Один из самых популярных – сырный багет. Это теплый хрустящий хлеб с сырной начинкой. Он полюбился многим покупателям, поэтому раскупается практически моментально. Впрочем, другая выпечка пекарни «Утро» заслуживает не меньшего внимания. Луковые и сырные лепешки с потрясающим ароматом, мини-пиццы, лаваши, эклеры, торты на любой вкус, разнообразное домашнее печенье и многое другое. А в самом магазине ВСК ежемесячно проходят акции по снижению цен на продукцию и бытовую химию. На этой неделе радиостанция «Голос Азии» завершает серию радиоквестов «Замес майонез». Следующая, последняя в этом сезоне загадка прозвучит в понедельник, 9 октября. У слушателей станции будет последняя возможность выиграть большой подарок – сертификат на 13 600 рублей от детского развлекательного центра «Гранд-холла Столичный». Сегодня же сертификат был надежно спрятан загадкой, разгадать которую смог житель правобережного микрорайона Кызыла Артур Тахирович. Увидим, как это было. Замес майонез! Чтобы принять участие в радиоквесте «Замес майонез», вам необходимо не пропустить эфир радио в следующий раз, включить волну 102,5 FM, начало квеста в 13 часов.
Спонсор выпуска «Погоды» – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. В ближайшие сутки местами по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой и умеренный мокрый снег. В отдельных районах сильный мокрый снег. Ночью и утром туман. В земледельческой зоне установление временного снежного покрова. На дорогах гололедица. В Кызыле облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью -2, -4 градуса, днем +2, +4. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане облачно без осадков. Температура воздуха утром -6 градусов, днем +6. На Полке погода пасмурная, без осадков, ветра нет. Температура воздуха утром -5 градусов, днем +3. В Танзыбе пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром -3 градуса, днем +5. По всей трассе проезд удовлетворительный.